Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня мы поговорим о самом популярном мобильном приложении Puzzle English. Сейчас я сделаю подробный обзор данного приложения, и мы с вами узнаем, почему оно так популярно и действительно ли оно помогает в изучении английского языка. Приложение называется Puzzle English, и после того, как вы прошли регистрацию, нам предлагают пройти личный план. Если здесь предлагается выбрать уровень английского ваш. Полный 0, начинающий, средний или продвинутый. Давайте сделаем сначала полный 0. Сколько минут вы хотите заниматься в день? Давайте выберем 30 минут. С какой целью хотите изучать английский язык? Давайте сделаем саморазвитие. И нажимаем «Получить план». На Puzzle English есть 4 основных раздела. Здесь получается задания, слова, игры и прочее. Давайте рассмотрим самые популярные разделы. Первый раздел – это видеопазлы. Здесь предлагается очень много видео, коротких видеороликов. Давайте выберем диалог о детстве. Смотреть видео. Look, Felipe, what a cute doll. Where? There, behind the shop window. When I was a girl, I used to have one like that. После просмотра нам предлагаются слова, и мы должны составить из них пазл. Look, Felipe, what a cute doll. Look, Felipe, what a cute doll. Следующий раздел, очень популярный, это аудиопазлы. Открываем данный раздел. They Например, went for a walk. после того, как вы прослушали фразу, она произнесена на английском языке, вы должны будете составить то, что услышали. Например, They went for a walk. И когда горит зеленый, это означает, что вы правильно составили. Таких заданий будет 20 в зависимости от вашего личного плана. Следующий очень интересный раздел – это уроки. Здесь очень много коротких видеороликов на грамматику. Рассказывают ее молодые и талантливые люди. Это очень увлекательно. Например, посмотрим такой видеоурок один. Привет, с вами Антон. И Настя. Это шоу «Прогульщики» на канале Puzzle English. Мы сейчас находимся в одном из самых классных парков Москвы, в Музеоне. И, кстати, Чего-то. Но это действительно часто встречается в речи. On that lawn. Как вы видите, здесь уроки представлены в интерактивной форме, и смотреть их очень увлекательно. Следующая игра, которая мне очень понравилась, это дуэль умов. В данном приложении прилагается выбрать тему. Давайте сделаем географию. Какие горы разделяют Францию от Испании? Анды. Nope. Нет. Какая страна? Great Pyramid Giza and the Great Sphinx. Так, Египет. A few moments later. И, в общем, прилагаются нам результаты игры, в которой я проиграла. Видите, у меня одни крестики. Следующий раздел, который мне очень понравился, это мастер фраз. Давайте откроем. Pepper and George. Seriously? Seriously? A few moments later. I like Spain. В общем, здесь идет игра на быстрое восприятие диалогов, в которой вы должны написать слова, либо первые буквы слов. Следующий раздел, который мне очень понравился, это багаж слов. Home. Здесь нам предлагается послушать слово, и мы должны ввести название. Yes. Но здесь есть одно маленькое свойство. Видите этих маленьких человечков? Это, получается, идут, например, мы можем выбрать акцент, например, британский. Play. Следующий очень интересный раздел – это слова. Из них мне больше всего понравилась тренировка «Донетка». За 1 минуту мы должны будем угадать, правильно ли перевод этого слова. Например, «Бентик», относящийся к флоре и к фауне морского дна. Перевод так, это нет. «Between» – между. Смотрите, мой результат. Я набрала 110 баллов. 76% точности. У меня всего лишь 32 верных ответа и 10 ошибок. Игра очень интересна, и она интересна тем, что здесь сразу вводятся еще слова, в которых я ошиблась, то есть перевод. И можно нажать «Добавить все слова в словарь». Следующий раздел – тренировка слов.
Здесь вам предлагается учить новые слова в день. 20 слов, например. Age. Мы нажимаем «Учить». Bad. Тут, получается, идет сразу аудиозапись, потом слово на английском, затем русский перевод уже. Потом уже начинается тренировка. То есть Bad. вот такая. B. Те слова, которые были сначала с переводом, предлагаются потом уже в тесте. Age. Одни и те же вопросы могут повторяться несколько раз, чтобы вы угадали это слово. Beautiful. И вот в таком темпе закончить. В целом, Puzzle English – это бесплатный сервис с большим количеством материалов. И, на мой взгляд, он является очень удобным и действительно помогает в изучении английского языка. Основной упор делается на тренировку навыков восприятия иностранной речи. Надеюсь, этот обзор будет для вас полезен. Встретимся в следующем видео. Пока!